8 ноября в окружной администрации Якутска прошел круглый стол о поддержке временного приюта для женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Приют был открыт почти 3 года назад Международным детским фондом «Дети Саха-Азия» и за это время принял 124 женщины и 174 ребенка из 22 районов республики и 5 регионов страны. Деятельность приюта осуществляется на средства грантов и всегда нуждается в поддержке со стороны разных структур, бизнеса и общества. Это единственный центр оказания помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию в республике. Приют принимает женщин с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию, и многие из них поступают по заявке Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, который сам не имеет возможности принимать мам с детьми. Работаем мы с семьями с детьми. На базе учреждения есть стационар на 47 мест для несовершеннолетних детей. Детки поступают по разным причинам. У нас детки поступают и по самостоятельному заявлению, по заявлению родителей, по направлению дела опеки, попечительства, Оксана Васильевна присутствует, и по ходатайству Лены Степановны. Работа у нас предоставляется по сопровождению семей этих детей до того момента, пока семья не выйдет из положения социально опасного, либо не выйдет пока из трудной жизненной ситуации. У нас на сегодня на учете стоит 512 семей, которые нуждаются в нашей срочной социальной помощи. 215 из них это семьи, находящиеся в социально опасном положении. А семью мы полностью сразу же с первого же дня берем, независимо от того, что постановление к нам поступило или нет. Мы сразу же начинаем оказывать методическую помощь, консультационную помощь в организации детей в образовательных учреждениях. С Натальей Романовной мы на 24/7 в работе, с Верой Валерьевной также. И если семью мы не можем к себе поместить, бывают такие случаи, что мама не хочет отдавать своего ребенка к нам в приют, она хочет лечь вместе с ребенком. Тогда мы обращаемся к Ольге Михайловне. С Ольгой Михайловной мы работаем на основании соглашения с момента существования фонда. Ольга Михайловна у нас будет получать в этом году, деньги уже пришли, это психологический кабинет, по которому приобретется современное, хорошее оборудование для работы психолога с семьями. И пользуясь тем, что Елена Христофоровна у нас сегодня модератор, хотелось бы отметить, что это такой большой плюс, что у нас в мире и на территории Якутска есть вот такой вот временный приют для женщин. Все районы имеют такую проблему и не имеют возможности устроить семей. Поэтому нужно прям поддерживать, помогать, как мы можем. Во временный приют поступают женщины с детьми, пострадавшие от домашнего насилия, оставшиеся без жилья и денег. Часто их приводят полицейские, и потому взаимодействие с органами МВД крайне важно. Я хочу сказать, что, во-первых, я в это подразделение пришла в мае месяце, и сейчас мы со всеми субъектами профилактики решаем все эти вопросы, особенно обращаем внимание на то, что вы сейчас сказали, что там не выезжает. Я вам скажу, что у нас на сегодняшний день в городе Якутске, на весь город Якутск со всеми его пригородами, тем более Жатай, у нас 27 сотрудников ПДН. И мы просто не успеваем на такие выезды. 100 с лишним у нас участковых, но это, представьте, очень мало. У нас, кроме того, что подразделения ПДН работают с населением, мы еще и работаем со всеми образовательными учреждениями. Это 59 школ, 65 детских садов, и в том числе вузы, СУЗы. Естественно, я не оправдываюсь, это я просто говорю о том, что такая работа на сегодняшний день есть. И, естественно, вот с реабилитационным центром, с приютом мы работаем круглосуточно, потому что эти проблемы есть у нас. Вы даже не представляете, когда мы выезжаем на вызова, вот опека не даст мне тоже собрать, потому что мы с ними работаем круглосуточно. Отбирание ребенка у нас по закону только может опека происходить. Мы не можем. Мы приезжаем и только констатируем факты, мы подтверждаем, что действительно там, что там происходит. И вы представьте, что вот на 4 отдела полиции на Жатай у нас за сутки 8 таких вызовов. Ну, это примерно говорю, бывает и больше. Мы тут не сидим сложа руки. Тут все работают, все субъекты работают в профилактике. И потому хочу сказать, да, действительно, нам нужно как бы взаимодействие.
И с друг другом должно быть понимание. Вопросы социальной сферы именно неблагополучных семей, детей, которые нуждаются в помощи. Вроде бы родители есть, но их нет. Вот такие семьи тоже мы видим. Вопросы, которые поднимаются Ольгой Михайловной, дети с Абхазии, это вопросы приюта. Они встают, они есть, к сожалению. Есть женщины и дети, которые нуждаются в помощи. Все собравшиеся на круглом столе отметили важность всесторонней поддержки временного приюта для женщин с детьми, единственного в нашей республике. В данный момент приют действует на средства грантов, и встает вопрос его более стабильной поддержки. Приют оказывает психологическую, юридическую, социальную помощь всем женщинам с детьми и помогает в решении проблемы социального сиротства. Нередко так происходит, что в каких-то случаях нарушаются права детей. Защита прав и интересов детей в нашей стране возложена на уполномоченного по правам ребенка. Институт уполномоченного, он не подменяет другие государственные органы, не вмешивается в деятельность этих органов. В рамках своей компетенции он дополняет существующие органы государственной власти для защиты прав и интересов несовершеннолетних детей. Как часто к вам обращаются граждане, с какими обращениями к вам поступают? Поступают разнообразные вопросы касательно образования. Просят содействия в устройстве детский сад, школу, разрешение конфликта в образовательных организациях, вопросы здравоохранения, просят содействия в срочной госпитализации или экстренном проведении обследования ребенка. Помимо этого, очень много вопросов касательно жилищных проблем, алиментные обязательства. И каждое обращение, оно детально рассматривается, и в случае необходимости проводится дополнительная проверка. Какими правовыми актами регулируется защита прав детей? В Российской Федерации основной закон – это Конституция, где дети провозглашены важнейшим приоритетом государственной политики, руководствуется Семейным кодексом, законом об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, законом об образовании и другие нормативно-правовые акты. А какие есть права у детей вообще, да? Есть ли у детей обязанности при этом? Да, конечно. Ребенок обладает правами уже с рождения. Это право на имя, отчество, фамилию, право знать своих родителей и жить и воспитываться в семье, если это не противоречит его интересам, право на гражданство, на заботу и воспитание, на всестороннее развитие и уважение человеческого достоинства. Соответственно, у него есть и обязанности, он должен слушаться своих родителей. Вот эти права, они как бы возрастают по лестнице с каждым периодом его и роста, увеличиваются его права и расширяются его обязанности. То есть в 6 лет у него добавляется право, что он может совершать различные мелкие бытовые сделки. Например, пойти в магазин, купить мороженое. У него появляется обязанность пойти в школу в 6,5 лет. В 10 лет он уже... С 8 лет он может уже участвовать в общественных объединениях, с 10 лет обязан прислушаться к его мнению в вопросах, которые касаются его лично, в семейных, имеется в семье, и быть заслушанным в ходе любого судебного заседания или административного разбирательства. С 14 лет добавляется право самостоятельно обращаться в суд, он может работать не более 24 часов в неделю, управлять велосипедом на дорогах, и появляется обязанность получить паспорт гражданина Российской Федерации. С 16 лет у него уже появляется право работать не более 35 часов. Если он продолжает обучение в школе, то это время сокращается наполовину. Может управлять транспортным средством, легкими видами мотоциклов, мопедов,
квадроциклов, а также он уже может быть признан полностью дееспособным, если он работает или занят предпринимательской деятельностью, это с разрешения органов опеки и согласия родителей. А в 17 лет он добавляется обязанность встать на воинский учет, это мальчикам, и в 18 лет он уже становится полностью дееспособным и представлять свои права в полной мере. Мы находимся в центре города Якутска, Курашова, 24, 5-й этаж, кабинет 505. Также можно подать обращение электронно на сайте уполномоченного по правам ребенка. Справа есть кнопочка «Подать обращение», и каждое обращение будет рассмотрено и приняты меры в случае нарушения прав детей. Знакомьтесь, Богдана. Нашей Богдане 2 года и 5 месяцев. Богдана очень спокойная, ласковая, веселая девочка. Любит играть, собирать пирамидки, шнуровки, вот она очень любит. Богдана пытается самостоятельно одеваться, самостоятельно кушает. Очень аккуратная девочка. Да? Богдана легко идет на контакт со взрослыми, реагируя на обращение к ней положительными эмоциями. Очень любит Богдана катать свою куклу, бережно усаживая ее в коляску и прогуливаясь по коридору. Богдана, как и все дети, любит открывать что-то новое для себя, при этом осторожно изучая все вокруг. Одно из таких мест – соляная комната, где Богдана любит бывать и получать новые эмоции. Девочку очень любят сотрудники центра. Мы очень надеемся, что в ближайшее будущее наша Богдана обретет любящую семью. Мы присоединяемся к этим словам и надеемся, что после нашего сюжета у Богданы появится семья.